жительница Вурнарского района признана виновной в причинении тяжкого вреда здоровью своему супругу. Прокуратурой Вурнарского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 46-летней жительницы Вурнарского района, которая обвинялась в совершении преступления, предусмотренного пунктом 3 части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия». Судом установлено, что подсудимая 30 апреля 2019 года, находясь у себя дома, в ходе возникшей на почве личных неприязненных отношений ссоры со своим супругом, решила причинить ему телесные повреждения, для чего схватила по одному ножу в каждую руку, используя нож в качестве оружия, нанесла один удар в область живота супруга, причинив ему тяжкие телесные повреждения. Подсудимая вину в совершенном преступлении признала в полном объеме. Вурнарским районным судом с учетом позиции государственного обвинителя обстоятельств, смягчающих наказание, назначено виновное наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года и 6 месяцев. Также судом удовлетворено исковое заявление прокуратуры района о взыскании с подсудимой в пользу территориального фонда обязательного медицинского страхования по Чувашской республике денежной суммы, затраченной на лечение потерпевшего в размере более 39 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил. Житель Бресинского района направлен в исправительное учреждение за неуплату алиментов на содержание своего ребенка. Прокуратурой Бресинского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 44-летнего местного жителя, который обвинялся в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 Уголовного кодекса Российской Федерации. В судебном заседании установлено, что подсудимый является отцом малолетней дочери и, согласно действующему законодательству, обязан ее содержать. Несмотря на это, мужчина с 2019 года уклоняется от данной обязанности, за что ранее уже был привлечен к административной ответственности. Однако, несмотря на указанные меры, он на путь исправления не встал и вновь умышленно, без уважительных причин, в нарушение решения суда, будучи подвергнутым административному наказанию, совершил аналогичное деяние. Имея возможность по возрасту и состоянию здоровья устроиться на оплачиваемую работу, никаких действий по устройству на работу, постановке на учет в качестве безработного в Центр занятости населения, погашению и уменьшению задолженности по алиментам не предпринимал. Вновь поставил своего ребенка в трудное материальное положение, в результате чего общая сумма задолженности по алиментам составила более 100 тысяч рублей. Стоит отметить, что это не первый случай, когда мужчина нарушил закон. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение различных преступлений небольшой и средней тяжести, за что отбывал наказание в местах лишения свободы. Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, учел наличие непогашенной судимости, справедливо отметив, что исправительное воздействие предыдущего наказания оказалось недостаточным, не повлияло на исправление подсудимого, признал его виновным в совершении инкриминируемого преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 месяца с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил. В то же время в Красноармейском районе после возбуждения уголовного дела злостный неплательщик алиментов погасил большую часть задолженности. В рамках надзора за наблюдением права детей на получение материального содержания от своих родителей прокуратура Красноармейского района выявила факт уклонения 35-летнего жителя района, отца 2 малолетних детей, от исполнения судебного решения о взыскании алиментов. В результате все заботы по содержанию 6 и 10-летних детей и их воспитанию легли на плечи матери. Задолженность по алиментам составила более 486 тысяч рублей. В связи с уклонением от исполнения своих родительских обязанностей должник судебным приставом ранее был привлечен к административной ответственности. Ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок 50 часов. Гражданин отбыл административное наказание в полном объеме, однако обязательные работы не побудили должника погасить задолженность по алиментам. В этой связи прокурор для решения вопроса о возбуждении уголовного дела направил в следственные органы материал по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время уголовное дело возбуждено. Отмечаем, что в ходе дознания должник по алиментам погасил имеющуюся задолженность в размере более 460 тысяч рублей. Оставшуюся задолженность в сумме около 20 тысяч рублей обязался погасить до рассмотрения уголовного дела судом. После утверждения обвинительного акта материалы уголовного дела прокурором направлены для рассмотрения в Красноармейский районный суд. Жителю Ядринского района наказание в виде условного лишения свободы заменено на реальное. Прокуратурой Ядринского района поддержано представление Ядринского межмуниципального филиала Управления Федеральной службы исправления наказаний России по Чувашской республике о замене назначенного судом в виде лишения свободы условно на реальное в отношении местного жителя. В ходе судебного заседания установлено, что в июне 2019 года 34-летний житель Ядринского района осужден за истязание и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью своей матери и приговорен к лишению свободы на срок 3 года, 2 месяца
месяца условно с испытательным сроком на 4 года. Мужчина не оценил оказанное ему судом доверие о назначении наказания, не связанного с лишением свободы, и безразлично отнесся к отбыванию наказания, систематически уклонялся от исполнения возложенных на него судом обязанностей, совершил административное правонарушение. В этой связи уголовно-исполнительная инспекция вышла в суд с ходатайством об отмене условного осуждения и направления осужденного в места лишения свободы для реального отбытия наказания. Суд согласился с мнением прокуратуры района, признал факт злостного уклонения осужденного от отбывания назначенного судом наказания и, отменив условное осуждение, направил осужденного для отбывания наказания в исправительное учреждение. Постановление суда не вступило в законную силу. В Ядринском районе удовлетворено исковое заявление прокурора о предоставлении жилья сироте. Прокуратурой Ядринского района проведена проверка по обращению сироты о нарушении жилищных прав. Установлено, что в 2019 году Ядринской районной администрации заявитель поставлен на учет в качестве нуждающегося в получении жилого помещения как ребенок-сирота. На момент прокурорской проверки органам местного самоуправления меры к обеспечению заявителя жильем не приняты. Жилые помещения в собственности либо пользовании у сироты отсутствовали. В целях восстановления жилищных прав сироты прокурором района в суд направлено исковое заявление о возложении на Ядринскую администрацию обязанности предоставить нуждающемуся в благоустроенное жилое помещение. Требования прокуратуры судом удовлетворены в полном объеме. Решение суда не вступило в законную силу. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры. Информация предоставлена пресс-службой прокуратуры Чувашской Республики. Текст читал Антоний Николаев.